Разбит центр города, задеты школы, больницы, улицы, где еще вчера гуляли дети, теперь в огне. Что произошло? И сколько жизней прервалось сегодня? Куда делся Путин и, самое главное, когда он пропал? Мы узнали, где прячут диктатора. Трамп теряет терпение, Америка готова вмешаться, но Вашингтон готовится к новым переговорам. Неожиданный переход инициативы накануне обострения. Новый президент пересмотрит отношение к Украине и украинцам, чего стоит ожидать, а кому паковать вещи. И многое другое, самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Россия не может взять областной центр штурмом, но может расстрелять его и попытаться стереть с лица земли. Подобная акция в отношении города Сумы уже началась. Рано утром оккупанты нанесли удар по центру города. Мощный обстрел разрушил улицы, задел жилые дома и больницу. Погибли минимум 3, среди раненых дети. Удар пришелся не только по центру. Обломки ракеты долетели до окраин. Пострадали жилые дома, гаражи, склады, автомобили. По данным прокуратуры, среди пострадавших 4 детей. Это не просто цифры, это раненые малыши, которые в момент удара просто жили своей жизнью. Кто-то шел в школу, кто-то, возможно, играл во дворі. Ворог продовжує нищення цивільного населення нашої Сумщини. Приблизно о 9:20, за попередньою інформацією, засобами ураження РСЗВ було здійснено обстріл міста Суми. Маємо інформацію попередньо про 5 приходів. Мониторинговые каналы пишут, что удары наносились системами «Торнадо-С», одной из самых смертоносных российских РСЗО. Теоретически может стрелять на 120 километров, а ее модернизированная версия может стрелять кассетными боеприпасами на расстояние до 200 километров. Этими ракетами сминают не фронт, а целые города, причем точечно, как будто выбирают, куда именно ударить, чтобы нанести максимум боли. Люди делятся кадрами разрушений, дым, горящие машины, шокированные прохожие. И все это посреди обычного мирного утра. Но вопрос теперь в другом. Что будет дальше? Это одиночный удар или начало новой серии атак по гражданским? Очередной удар по самому сердцу Путина. Взрыв, который оставит там еще больше шрамов. Секретная операция длилась месяцами. И вот сегодня утром ровно в 4:44 прогремел новый взрыв. СБУ заявляет, они заложили тонну взрывчатки прямо под одну из опор Крымского моста. Такого дорогого моста для Путина. Это не шутка. 1100 килограммов в тротиловом эквиваленте. Взорвали автомобильную часть моста, а точнее подводные опоры. Бог любит Троицу, а СБУ всегда доводит задуманное до конца и никогда не повторяется. Ранее мы дважды поразили Крымский мост в 2022 и 2023 годах, поэтому сегодня продолжили эту традицию уже под водой. Никаким незаконным объектам РФ нет места на территории нашего государства. Удар пришелся в самое сердце конструкции, на уровне дна, пролет устоял, но структура получила серьезные повреждения. На кадрах с места визуально опора вроде бы цела, но под водой ситуация куда тяжелее. Повреждения не поверхностные, а конструктивные. А Путин куда-то пропал. Точное время его отсутствия не удается пока установить, но уже во время масштабного уничтожения российских аэродромов он поздравлял с днем рождения космодром Байконур и встречался со своей коллегой по Гааге, так называемым уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, что в принципе очень похоже на записанное заранее видео, как минимум из-за того, что в один день на 2 видео у него разные костюмы, ну а потом в принципе не появлялся живьем. Я знаю и тех, кто готовил консервы, и опосредованно был, значит, в их числе, и консультировал и тех, кто, значит, ходил вот на такие встречи, которым суждено было стать консервами. Вот, и, соответственно, ну вот по каким-то таким вещам, да, совершенно верно, по меняющейся одежде, по меняющейся физиономии, да, там, сегодня она у него румяная, там, завтра она у него, значит, побледнее, да, где-то там мешки под глазами, там, не выспался или там выпил накануне. Это все тоже как бы день ото дня разное, да. И вот он разный сидит, значит, на вроде бы встречах, которые как будто бы там в промежутке часа присутствовали.
Но что говорить о Путине, если даже штатные пропагандисты отреагировали аж через несколько дней, и то как-то коряво, назначая виноватыми самых, в принципе, безобидных персонажей этой истории. Шари пишет, что видео, которое появляется оттуда, снимают срочники. А можно его расстрелять, этого срочника? Вот вывести эту сволочь и перед строем просто расстрелять, как предателя Родины, который просто сейчас работает в интересах врага. Нельзя. У нас же законы не позволяют. Мы же гуманисты. Нам даже его пожурить нельзя. Блэкаут на занятых россиянами частях Запорожской и Херсонской областей. Под раздачу попали сразу две ключевые подстанции в Мелитопольском и Геническом районах. Без света остались 457 населенных пунктов в Запорожье и 150 на Херсонщине. В целом, там проживает порядка 700 тысяч людей. Это крупнейший энергетический удар Украины по российским тылам с начала широкомасштабного вторжения России в 2022 году. Причем удар был неточечный. Это целая операция, рассчитанная на выведение из строя сразу нескольких узлов. Пока российская Минобороны бодро рапортует о том, что заметила всего 8 беспилотников над территорией РФ, про то, что 700 тысяч человек на территории, которую они считают своей, остались без электричества, ни слова, будто этих людей не существует или будто этих территорий не существует. Пока местные коллаборанты и пропагандисты ноют о неспокойной жизни. Все силы и средства для локализации данных проблем имеются. Все находятся на своих рабочих местах. Принимаются все меры для того, чтобы как можно быстрее справиться с поставленной задачей и вернуть в Запорожской области электроэнергию. Рассчитываю на вашу поддержку, ваше спокойствие. Понимаю, что трудности, которые вызваны атакой укронацистского режима, будут какое-то время. Но обещаю задачу, поставленную перед Запорожской областью и перед администрацией, как можно быстрее выполнить. Это не просто удары по инфраструктуре, это серьезный удар по российской армии, которая теряет возможность снабжать фронт. В условиях полной темноты наступление становится невозможным. Никакой логистики, никакой координации. Все на окопных свечках. У Трампа лопнуло терпение, теперь Америка собирается действовать и, судя по риторике, сделать это быстро и жестко, говорит об этом посол США в Турции. Правда, он, похоже, намекает на то, что Трамп снова готов приехать в Турцию на встречу Зеленского и Путина. Президент уже достиг предела своего терпения. Его нельзя назвать очень терпеливым человеком. Если Турция сейчас вмешается и устранит операционные проблемы, то может состояться встреча на высшем уровне. И я думаю, что мы сможем решить этот вопрос для всех. Мой президент говорит, что если вы не хотите прекратить бессмысленные смерти, не рассчитывайте на нас долго, потому что Америка отказывается от глобалистской политики. Но на возможность такой встречи уже отреагировали в Кремле без особого энтузиазма. Если он потребуется, он может быть организован достаточно оперативно, пока каких-то договоренностей нет. А в это время в Вашингтон прибывает украинская делегация во главе с министром экономики Юлией Свириденко и главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Они уже в Вашингтоне. В составе делегации также представители Минобороны и Офиса президента. Ермак подтвердил, что украинская сторона планирует активно продвигать ключевые вопросы на встречах с американской администрацией, Конгрессом и, что особенно интригует, с окружением Дональда Трампа. В приоритете переговоров военная помощь, санкции против России и судьба вывезенных украинских детей. В кулуарах уже говорят, встреча может стать поворотным моментом в позициях США по Украине, особенно на фоне новых обсуждений в Стамбуле и затягивания мирных предложений от Кремля. О целях визита украинской делегации в США поговорили с экспертом, с заместителем директора Национального института стратегических исследований Вячеславом Потапенко. С моей точки зрения, украинская делегация летит в США для того, чтобы надавить на администрацию президента США Дональда Трампа, попытаться объяснить ему, что он должен продолжить политику Байдена по поставкам оружия в Украину, с возможными нюансами обсуждения, кто это будет оплачивать. Либо Украина в кредит, либо в виде часть денег закроет кто-то из европейских стран и так далее. У него есть опция умыть руки и отойти.
Ну и вторая опция, которая будет ему стоить сильно дороже, это продолжать поставлять оружие и так далее. Президент поменяет мнение, меняется и президент. Но Украина все еще один из главных пунктов на повестке. Уходящий Анджей Дуда уже наставляет преемника, мол, не вздумай отказываться от поддержки Киева, даже если тебе пока все это не слишком по душе. Интересный момент, они оба из одной партии, национал-консервативного права и справедливости. Но даже внутри политической семьи начали звучать разные сигналы. Польша, мол, устала от роли первой скрипки в украинском вопросе, и это настроение постепенно выползает на поверхность. И на pewno będę się chciał nią. И я уверен, что поделюсь этими знаниями с избранным президентом. Я уверен, что после вступления в должность он тщательно проанализирует международную ситуацию, ситуацию в Украине и польско-украинские отношения. Как мы говорим в Польше, ваша точка зрения зависит от того, где вы сидите. Это очень особое место, кресло президента Республики Польша. Оттуда мир выглядит немного по-другому. Избранный президент Кароль Навроцкий фигура непростая. Во время кампании он скептически высказывался о вступлении Украины в НАТО, что тут же вызвало вопросы. Но Дуда, похоже, уверен, мол, сядет в кресло, почувствует давление и взгляды созреют. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.